К другим темам. Коллектив обогатительной фабрики номер 12 в Удачном Мирнинского района молодеет. Теперь средний возраст рабочего составляет 40 лет. Что еще изменилось на предприятии в прошлом году, рассказали на итоговом хозяйственном активе. Анна Потах продолжит. Ветеранов на фабрике сменяет молодежь. Новые силы помогают выполнять план. В этом году на 100%. В начале года установили и запустили новую мельницу мокрого самоизмельчения. Следом приступили к монтажу 2 тяжелосредных установок. Их запуск планируется в марте. В целом, как отметили на хозяйственном активе, год был решающим для будущего предприятия. В марте прошлого года было правление компании, было определено, что руда Верхнемунского рудного поля в объеме 3 миллиона тонн и руда рудки Зорницы в объеме 3,5 миллиона тонн будут обрабатываться на фабрике номер 12. То есть мы понимали, получили понятие того, какие объемы у нас будут и будут ли они у нас вообще. Ну а итогом этого всего стало буквально в конце декабря прошлого года был проведен технико-экономический совет компании, на котором была определена технология работы фабрики, технология обогащения данных руд. В прошлом году важная задача стояла перед профсоюзным комитетом – отстоять мнение своих сотрудников по специальной оценке условий труда. В результате удалось сохранить машинистам насосных установок право на дополнительный отпуск за вредность. Мы работали в комиссии совместной по установлению класса подкласса вредности по специальной оценке условий труда. Согласно федеральному закону номер 426, работа была трудоемкая. В общем-то, что-то удалось отстоять. По некоторым рабочим местам были вопросы. К 2018-му в плане обрабатывать 10,5 миллионов тонн руды в год. Таким образом, обогатительная фабрика номер 12 Удачнинского комбината и дальше будет являться крупнейшим алмазодобывающим предприятием компании «Алроса».